Друзья, всех приветствую, меня зовут Артем, и вот я стою на краю красивой и душевной Ингушетии. И перед своим отъездом из республики я решил приехать еще раз в колыбель всех ингушей, которая находится в горной части республики Ингушетия, в Джиразском районе, чтобы насладиться вот всей этой невероятной красотой и поделиться ею с вами. Я нахожусь на одной из самых любимых мною локаций на Цейламском перевале, где меценат Алаудин Парчиев вместе со своей командой развивает туристическую инфраструктуру. И вот он проложил тропу вот в это место, где стоит просто красавица башня, которую я вам покажу. Ну, а если вы хотите узнать, как выглядит тропа, по которой я сюда пришел, ну, а также я буду отвечать на некоторые ваши комментарии и вопросы, тогда не теряйте время прямо сейчас. Подписывайтесь на мой канал, поддержите это видео лайком, поделитесь с друзьями, близкими, родными, знакомыми. За это я буду вам очень и очень благодарен. Делитесь своим мнением от увиденного и услышанного у меня здесь внизу в комментариях и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие новые выпуски. К сожалению, для моих подписчиков-ингушей, наверное, грустная новость, потому что это будет последний выпуск. Дальше пойдет Барнаул, Казань, Краснодар и, по-моему, Абхазию я там запланировал. Но по осени я обещаю вернуться. В любом случае, у меня интересно, никуда не уходите. А в начале этого видео я хотел бы вам рассказать и показать, как идут дела по развитию туристической инфраструктуры на Цейламском перевале в горной части республики Ингушетия. И конкретно эту туристическую локацию развивает меценат Алаудин Парчиев, с которым мы первый раз в тот день увиделись. Вот КамАЗ уже поехал работать. Здорово, Беслан. Приветствую. Ассаламу алейкум. Алейкум. Вот, Беслан, тот, кто не знает, он руководит, можно так сказать, всеми этими строительными процессами. И Беслан проведет, можно так сказать, экскурсию, да, после по объекту. последнего раза, как мы с тобой общались. Это было, по-моему, в мае. Да, в мае в конце мая месяца, да. Ну, у нас, получается, сколько прошло? 2 месяца уже. Ну, почти Ну, 2 месяца, да. И я просто заметил, что много изменилось. Я был здесь вчера, проезжал мимо и на курорт Армхи, и многое увидел. И у меня к тебе будет много сегодня вопросов, потому что вышел у меня ролик, да, вы его можете посмотреть, и люди переживают, что якобы вот из-за такой стройки, из-за развития инфраструктуры может пострадать природный ландшафт. Абсолютно да? оправданно, и такие, так сказать, заботы и переживания мы приветствуем. Почему? Потому что каждое замечание, каждое предложение, которое вносится, мы его рассматриваем, и это не единолично принимается решение, а группой людей, так сказать, как раз-таки, чтобы в первую очередь ландшафт не изменить. Давай, наверное, начнем с самого главного вопроса, потому что раз мы здесь находимся, подойдем вот к камню. Да. Мои подписчики переживают, что вы камень можете брать вот с горных вершин ингушских, либо те, которые, знаешь, вот мы дальше пройдем уже на локацию, находятся на самой-то локации. То есть вот берете, вытаскиваете камень и дробите его. Вырываем его с горы и дробим. Нет, так не происходит. Откуда этот камень? Этот камень у нас из Дагестана. Почему? Потому что на сегодняшний день бой от дагестанского камня у нас всего лишь 30% идет. От местного камня 70% бой. Соответственно, нам выгоднее, а мастерам легче применять и покупать дагестанский камень. Вот. Это здесь есть и речной камень, и вот облицовочный, да, который мы скальный камень называется. И из него, да, в принципе, вы строите, я там увидел забор, мы его обязательно покажем, он очень красивый. Вот, видите, это не камень Ингушетии, это камень из Дагестана. Из Дагестана, да. Я свидетель. Вот здесь КамАЗ стоял, как раз-таки он был нагружен вот этими камнями, он высыпал и поехал дальше в Дагестан за новой порцией. Рубится как сыр. Да, я видел. Кстати, на стройке, по-моему, работают как раз-таки ваши братья. Из Дагестана, из Дагестана.
по-моему, в Так. прошлый раз ты знакомился Да, с ними. да, аварцы, ребята. Да, да. Это у нас что за... Здесь у нас Домик. будет 2 магазина, получается. Пока вот мы основание готовим, не капитальное строительство. Просто по маяку выравниваем и устанавливаем 2 таких модуля, сделано в Ингушетии. То есть вся продукция, которая мы гордимся, которая нам нравится, мы ее любим, она будет выставлена здесь для того, чтобы и туристы ознакомились с ней. И, Это в первую... ну, сувенир. Да, и сувенирка, конечно. Но в первую очередь это продукция сельского хозяйства. Ты же знаешь, у нас Да. есть ферма, мы говорили, да? Это молочная продукция в основном, потом мясные изделия будут, мед, естественно, вода и сувенирная продукция наших ремесленников. Супер. Я хочу напомнить, что это место находится на Цейлуамском перевале по дороге, получается, в селение Джирах. Да, Да. Это так, чтобы люди понимали, это нужно заезжать со стороны Ингушетии, а не со стороны Северной Осетии, чтобы увидеть всю эту красоту. Ну вот я уже вижу, здесь поставили беседки. да. Да. Беседки, они будут продолжаться, получается. Это те туристы, которые едут самостоятельно, там, автотуризмом. Они могут здесь остановиться, переночевать. Модульные санузлы есть, кафе есть, беседки есть, палатку разбивают, кушают здесь и на следующий день уезжают дальше в свое путешествие. Скажи, пожалуйста, а вот что здесь будет? Вот я вижу, вы подготовили площадку, Да. либо мне так кажется. Нет, мы готовим площадку, это парковочные места здесь, на 70 паркомест, в том числе и для микроавтобусов и автобусов, потому что в этом году начали заезжать уже автобусы 40-местные, 50-местные, которые Ничего себе. раньше до сих пор не ездили, как-то побаивались. И чтобы безопасную парковку организовать, мы, получается, укрепляем склон проволокой двойного кручения. Достаточно такое занятное дело. Но чтобы, не дай бог, никакой камень не свалился ни на человека, ни на машину. И не на животных. Ну, естественно. А вот, да. кстати, и пошли Да. натуральные ингушские продукты. Ну, да, продукты и камни, да, которые Да. вот вы видите, да, они вот этот. и мы- Их не трогают, которые упали вот со склона горы. Вот видите, Ну не да. тронули, а ведь могли его также расколоть и пустить на стройку. Это как раз не таки сделали. они упали, мы их должны зачистить, Мгм. то есть расчистить, укрепили склон, потом те камни, которые есть, получается, зафиксировали на станциях Мгм. и тоже, чтобы, не дай бог, видишь, трос Да, и вот получается, мы их укрепляем, чтобы, не дай бог, не это. Ну и, естественно, сохраняем склон от Да. осыпания. Смотри, Беслан, мы с тобой уже много раз здесь виделись. Да. Я много раз говорил про мецената Алаудина Парчиева, но мне все никак не удается увидеть, как его поймать. Он здесь. как раз он ладно. сейчас принимает участие в строительстве молельной комнаты, да. Но я думаю, мы его не будем отвлекать. И Алаудин здесь не один, как ты видишь, со своими сыновьями Абдуль-Самадом, Абдуль-Азизом. Алаудин, здесь наши гости, но мы не будем вас отвлекать. Знаете, как мы поступим? Да, мы чай-то попьем, а давайте будет правильнее, когда все закончится. И Алаудин просто даст мне интервью. Давай так. Да, Я-то ну, сейчас с ним пообщаюсь. Не, это да, будет случайно. самое правильное, когда уже будет как возведена в тот объект, в котором как раз-таки он принимает участие, чтобы, как говорится, на 100%, без вот анонсирования. Поэтому вы никуда не уходите, поставьте лайк этому видео. Да, друзья, ингуши не только один из самых гостеприимных и добродушных народов на Северном Кавказе, но еще и очень религиозный. Именно поэтому меценат Алаудин Парчиев вместе со своей командой принял решение построить вот этот молельный дом, соблюдая каноны ингушской архитектуры. Будет очень душевно и красиво. Вот сейчас, допустим, барбекю, да, Да, которое вот я вижу. можно, да, это у нас строение 10 на почти 6 метров.
в котором будут помпейская печь, мангальная зона и пловница. И концепция такая, что мы здесь возводим второй этаж на этот камень. Это будет открытая веранда, где будет, получается, то есть у нас раздельная мясная зона и зона национальной кухни. Хотя, в принципе, они схожи, да, но в основном турист любит шашлык приехать, там плов, и быстрое питание. Оно вот будет организовано здесь. Я надеюсь, на самом высшем уровне. Дай бог, дай бог. Вот. Так, Так что в следующий раз, может быть, уже не через 2, а через 3 недели ты уже покушаешь. я поем не чапель Да. в кафе Цейлом, да, мое, кстати, одно из любимых теперь кафе в Ингушетии, а попробую ингушский плов. Ингушский плов, да. кстати, точно. У нас Сталик Ханкишиев, ты знаешь, что как раз-таки придумал рецепт ингушского плова, и он здесь будет реализован. Очень много разных строительных материалов. Да, Плитка, значит, сетка, вот сетка. плитка, брусчатка, камень, железо, дерево. Сейчас пройдемся, наверное, по тропе, да? Мгм. И я заметил, несмотря на то, что строительные работы активно ведутся, и вам не мешают туристы. Их очень много здесь. Да. То, чего, ты тем более в туризме больше меня соображаешь, и как ингуш, этого не было здесь. Нет, не было такого движения, как в последнее время, то есть вот здесь, на этой локации. Здесь был пригорок такой, люди поднимались на этот пригорок, становились вот на этот или вот на этот камень, фотографировались, и, в принципе, история Цейлома А заканчивалась. я залазил вот на тот камень, включал дрон, он меня вот так снимал по кругу, Да. и все на этом. Ну, кстати, от себя хочу сказать, что это нереально красивое место, потому что ты вот так встаешь на точку, даже берешь там телефон, камеру, неважно, и на 360 градусов. То есть, Красота. наоборот, красота. Да, то есть нет абсолютно. какой-то одной вот точки, вот здесь фотографируемся. Да. Нет. Можно везде вот так, везде красиво. Нам предлагали, знаешь, сделать инфостенд и там с названием вот это типа самая лучшая фотозона или фототочка. Да. Мы ее не можем назвать, потому что Цейлом это одна большая фототочка. Для тех, кто приедет на Цейломский перевал, вот вы Карта сначала с описанием посмотрите маршрута. карту, да, чтобы вы понимали, что здесь есть, и где вам сделать фотографию для близких родных, либо для своего фотоальбома или социальной сети. Вот, кстати, камень в центре, видите? Никто его не тронул, его же могли взять отсюда, выкорчевать и перенести куда-нибудь. И туда. заасфальтировать. И заасфальтировать, либо плиткой, да. Вот, посмотрите, это же красиво, потому что я знаю, что в древности, вот если у стариков спросить, даже 80-летних, будем брать старших, они даже знают, тот, кто проживает в Джаразском районе, здесь имя каждого камня. Да. Да, они за это очень переживают. А я здесь не просто так, почему это все фиксирую, чтобы вы это все видели, потому что не все ингуши могут себе позволить сюда приехать, они очень переживают. А я переживаю за вас, и Беслан переживает, и Алаудин Парчиев, чтобы все были счастливы и довольны. За что тебе большое спасибо, Да. потому что ты популяризируешь сегодня ингушские горы. И у тебя большой контент, и мы стараемся соответствовать тем представлениям, которые в том числе и твоим. Вот дружба в этом познается, да, а не просто на словах. Да. Ну что, мы сейчас прогуляемся по тропе. Вот вы знаете, мне достаточно часто задают и мои подписчики, и зрители, которые за мной наблюдают со стороны, да, и даже хейтеры, один и тот же вопрос. Артем, за что тебе так нравится Ингушетия? Тебе что, заплатили? Друзья, это на самом деле очень глупый вопрос. За что мне понравилась Ингушетия? За ее гостеприимство, за историю, за культуру, традиции, обычаи, за честность, за искренность, за порядочность. Вот за что мне понравилась Республика Ингушетия. Ну и плюс зацепила их история, которая не оставила меня равнодушным. Ингуши действительно здесь, на Кавказе, один из таких ущемленных народов, потому что по сей день по закону о реабилитации репрессированных народов им не вернули их исконно исторические земли, с которыми они добровольно, подчеркну, добровольно вошли в состав Российской империи более 250 лет тому назад. И вот я сейчас нахожусь на сакральных, можно так сказать, святых
землях, абсолютно вот каждого ингуша, вот этот камень, да, на который я опираюсь, вот эта травинка пропитана ингушской историей. И здесь, с этого места и началась вся, можно так сказать, история ингушей. Поэтому я называю Джиразский район колыбелью всего ингушского народа. Когда-то ингуши жили вот в таких красивых горах. Они и продолжают жить, но уже на современный лад. Сейчас они строят большие дома из кирпича, а раньше они жили в башнях. И вот одну из этих башен я вам покажу прямо сейчас. Она называется Магой Джел. Вот она передо мной стоит, красавица. Ее, по-моему, отреставрировали или даже будут здесь еще доделывать. И вот Алаудин Парчиев с большим уважением относится к своему народу. Он большой патриот своей республики, нашей с вами страны. Он не пожалел своих личных средств, решил развивать вот это место и проложил сюда экотропу с подсветкой, чтобы каждый из нас смог сюда приходить и наслаждаться всей вот этой красотой, которую я вам прямо сейчас покажу. Так, друзья, Магой Джел или Эшккольк — это уникальная сторожевая боевая башня 18 века, воздвинутая под Цейламским горным перевалом между двумя громадными глыбами скал, где образовалась своеобразная пещера, имеющая неравномерную форму и площадь почти в 90 квадратных метров. Первый этаж башни служил, по всей видимости, для загона скота. Джел в переводе овчарня, а верхние этажи в настоящее время сохранилось 3 этажа, служили убежищем. По преданию, с этой башни устроил засаду пастух-богатырь Борс или Хац из села Гулий, отбив свою жену, взятую в плен жителями Салги из-за неуплаты дани. Принято считать, что башня принадлежала Чебарзиевым из Лялаха. Однако эту информацию, полученную от Мусиева из Джираха, некоторые археологи подвергают сомнению. Вот она, башенка-красавица. Туда я, к сожалению, спуститься не смогу. Видите, какой склон. И только что прошел дождь. Я немножечко промок, но ни сахарный не растаю. Действительно, посмотрите, в каком ущелье красивом находится эта башня. И вот в таком красивом месте когда-то, в Средневековье, ингуши жили вот в таких вот каменных средневековых замков. У каждого тейпа фамилии были свои башенные комплексы. И просто у ингушей было много разных ингушских обществ. Достаточно часто на них нападали кочевники и разные враги. И вот чтобы от них обороняться, да, и не сдаться, ингуши потом в конце концов решили объединиться, да, все вот ингушские общества в одно и стать едиными, спаянными. И даже Деникин в свое время говорил, что 4% ингушей здесь, на Северном Кавказе, решали судьбу всего Кавказа. Это не мои слова, это слова Деникина. Ну а прямо сейчас я хочу показать вам, по какой экотропе я сюда пришел. Сюда провели свет, как видите. Представляете, какой это тяжелый труд. Вот. Электричество, электрические провода. Здесь будет все подсвечено, соответственно. И уже вот эти вот столбики, они вечером светятся. Это так, чтобы не заблудиться. Так, и вот по такой экотропе я и дошел вот до этой замечательной башни. И каждый из вас может ее посетить, прогуляться, взять, например, в кафе Цейлом чай или кофе. Кстати, здесь очень вкусное кофе, я вам рекомендую. И вот насладиться всей этой потрясающей красотой. Смотрите, как мох растет на камне. Знаете, как будто все искусственно, но здесь все по-настоящему. Нереально фантастическая природа. Как будто я где-то в Швеции, да? Сори, какой Швеции, Артем Игоревич? В Швейцарии, там, где есть альпийские-то луга, и пасутся альпийские буренки, милки. Хамди. Скажи, поставьте, пожалуйста, Артему Игоревичу лайк и подпишитесь на канал, да? Я вижу, там у тебя детки есть красивые.
И папа там где-то рядом, бычок, ходит. Какая ты красотка. Тебе повезло кушать вкусную травку с цветочками. Главное, чтобы вас медведь не задрал. Видите, как здорово здесь? Я тебе не мешаю трапезничать. Не переживай, я даже пальцем трогать не буду. Просто ты красотка. Вот. Согласитесь? Сейчас, кстати, дождь прошел, и пчелы стали летать. Вот. Снова здесь очень много пчел. Хочу отметить, что я родом с Алтайского края, и на Алтае у нас делают один из самых лучших медов. И вот Ингушетия на выставке по меду заняла 2-е место. 1-е место Алтайский край, 2-е Ингушетия, 3-е Башкирия. Вот у нас на Алтае лучший мед, и в Ингушетии тоже. Так что, если будете в горах, обязательно где-нибудь в кафе попросите, чтобы вам к чаю принесли ингушский мед и варенье из черешни. Здесь растет черешня. Некоторые из вас могут спросить, а в какое время года сюда лучше всего приезжать? Друзья, Ингушетия прекрасна в любое время года, и она всегда разная. Вот буквально недавно прошел дождь, я промок уже, вот видите, подсох. И тут же солнце, и тут же опять теперь стало достаточно душновато и жарковато. Так, не могу не отметить развитие инфраструктуры и с каким большим уважением относится к развитию туристической инфраструктуры Алаудин Парчиев. Это его заслуга. В отличие от администрации Магаса, Алаудин установил здесь вот такие лавочки, и к каждой лавочке мусорную корзину, чтобы люди не мусорили. Знаете почему? Потому что в начале ролика я сказал, что каждый камень, каждая травинка, каждая землинка пропитана ингушской историей. И здесь ходили предки ингушей, а каждый ингуш с большим уважением относится к своим предкам. Это сакральная земля, и она не должна быть изгажена. Поэтому к вам большая просьба. Друзья, не сорите не только в Ингушетии, а вообще сорить нигде не нужно. Берегите нашу с вами страну, берегите свой регион, в котором вы проживаете, да, свой населенный пункт. Проявляйте тем самым уважение. Цените, что для вас в целом делают. Вот Алаудин, насколько мне известно, свои личные деньги вкладывает во все развитие. Мне, знаете, сказали, что здесь 2 метра положить плитки, там чуть ли не 10 тысяч рублей стоило. Я там не знаю, ну дорого, короче. А это 600 почти, да 700, давайте округлять, 700 почти метров экотроп. Вы сейчас увидите, это не эти экотропы. Да в любом случае, даже вот каждый такой столбик с подсветкой тоже стоит больших денег. Слушайте, а вот это место похоже на язык тролля. Вот, сейчас покажу вам вблизи. Правда. Здесь можно будет делать классные фотографии. Вставать на край, либо вот так, вы знаете, типа подтягиваться, и будет казаться, что вы над пропастью. Вот вам еще одно интересное место. Красивое. Круто. Команда Алаудина и сам Алаудин позаботились о безопасности. Пока что здесь установили вот такой вот забор во избежание травм детей. Потому что здесь пока еще не подготовлено. Как видите, здесь обычная дикая экотропа. Только-только все делают, облагораживают. И когда все доведут до ума, конечно, здесь перережут вот этот железный забор, красную ленточку. И можно будет уже прийти вместе с детьми. Ну и плюс это все будет работать тогда, когда построится в этом месте первый 5-звездочный отель здесь, в Республике Ингушетия, который станет самым лучшим на Кавказе и одним из самых лучших в России. Будем ждать, когда все закончится, я лично с нетерпением. А чтобы увидеть результат, вы должны подписаться на мой канал, поддержать лайком. Фух, вот она, дыхалка, вовсю работает.
сколько я килокалорий уже сжег. Я подхожу к месту, где развернется буквально с неделю на неделю строительство пятизвездочного отеля. Это будет вот здесь. Вот в этом красивом, невероятном, живописном месте. Отель будет на 40 номеров. И если мне предоставят план, да, эскизы, фото отеля, я вам покажу. Обязательно с вами поделюсь. А пока давайте запомним, что здесь. Бурьян. Ну вот, асфальта не было, когда я здесь был последний раз. Да, счастливо. Да, неделю назад я здесь был. Я видел только, как была половина асфальта проложена. И все на этом. А теперь посмотрите. Положили асфальт. Скоро облагородят здесь дорогу. Уже подвозят материалы. Строительные леса. Скоро здесь развернется большая стройка. Но вот уже, можно сказать, с этого места, вот с этого места начинается локация Цейлам. Ну что, Беслан, получается, что вот это место на Цейламском перевале, да, которое вы развиваете, для местных жителей в первую очередь, конечно, чтобы было где погулять, и для гостей замечательной республики уникально. Посмотри, сколько здесь разнотравия, цветов, животный мир, да, насекомые, и большинство из всей этой красоты занесено в Красную книгу. Вот поэтому сюда стоит приехать, не только посмотреть на эту красоту, да, но и полюбоваться еще на редкие растения, которые можно увидеть только в книге теперь, получается, и то еще и в красной. Вообще она флора сама по себе уникальная, флора Кавказа. Она зародилась где-то более 100 миллионов лет назад. Здесь было вообще океаническое пространство Тетис. А потом в силу глобальных изменений, глобальных климатических изменений происходили извержения вулканов, движение тектонических плит. Здесь образовался вот такой остров Кавказ. Поэтому горы Кавказа имеют происхождение, вот ориентированные в сторону Грузии, все они имеют вулканическое происхождение. А вот напротив нас это Цейлам, гора органического происхождения за счет уплотнения различных отложений именно в этом океаническом пространстве. Оно простирается от Западного Кавказа вплоть до Азербайджана. Кроме этого, здесь очень много реликтовых видов. Это древние виды, имеющие древнюю историю. То есть есть третичные реликты. Например, вот в пределах скалистого хребта встречается береза рады. Это третичный реликт, то есть растение, которое встречается более 60 миллионов лет. Ежегодно у нас проходит здесь практика студентов. Мы, вот, и полевая практика первых курсов, ознакомительная, вторых, третьих курсов. Это производственная практика, где они более детально занимаются исследованием и флоры, и фауны, выявлением состояния популяции редких видов. Оригинальность флоры, она определяется присутствием, вот как мы сказали с вами, реликтовых видов, этих эндемичных видов. У меня появилась сейчас идея как раз. У нас же есть инфостенды. И как раз таки в инфостенд занести информацию по той растительности, которая здесь присутствует. Да, супер идея. Вот видите, у нас все на ходу зарождается. Да. Ну, а мы сейчас по этой экотропинке, да, здесь потому что все-таки больше эколокация. И это здорово, потому что во всем мире сейчас очень популярен экотуризм. Да, все его ищут. Поэтому Ингушетия для этого прям одна из самых лучших площадок. Ну, а мы сейчас с Бесланом поднимемся на самое смотровую площадку. Красивое место. Почему? Вы сейчас узнаете. Руслан, покажи дорогу и сам поднимайся по лестнице. Так. И вот с этой площадки открывается шикарнейший вид на Ингушские горы. На Кавказский хребет. Да, кстати, самый молодой. И вот вижу ребята, это все строители, по-моему, да? Да. Там сидят. Так, ну что, ты рассказывал, что 640 метров. Тропа, которая здесь находится. Дальше идет вон, где у нас, видишь, ну сейчас, наверное, зрители не увидят. Там будут бытовки, за бытовками у нас еще 800 метров тропы. А знаешь, зрители увидят, потому что
Я прямо сейчас запущу дрон. Ух ты, И нормально. да, долечу. Вот, кстати, я увидел здесь еще в прошлый раз да. место для молитвы. Молитвы, да. Там специально, да, Ну, это выделили. поставили перголу, ковер. Параллельно у нас едет погрузчик, укладывает асфальт почти, ну, чуть больше 300 метров. В общем, это хорошее место даже для молитв, мне кажется. Хоть она сейчас в таком недоконченном варианте, ну, понятно, молельная комната, но пытаемся создать уют для туристов и для жителей республики. Да, молодцы. Это важно, кстати. Я недавно сюда приезжал, мы с тобой виделись, и давай зрителям, моим подписчикам покажем, что и расскажем. Будешь ты рассказывать, и Максим, да, парня звали? Да, по поводу новых объектов, это 8 домиков, да? Это Эфремов, да, Да. Максим. Ты встречался, да, Да, получается, с ним? Да. Мы Это он- вместе здесь виделись, просто я по чуть-чуть так снимал. Ага. И теперь вот вам сейчас мы с Бесланом покажем немножечко эту встречу. Беслан вместе с Максимом мне рассказали, что здесь будет. И увидите прямо сейчас. Что ты предполагаешь будет стоять в ближайшее время, через 2 месяца здесь на нашей площадке? Я думаю, что через 2 месяца у нас уже здесь на Цейломе будут построены афреймы, которые будут предполагать размещение 4 людей в одном домике. То есть семья может приехать, разместиться, посетить все красоты данного места, побывать на пеших тропах, погулять здесь, насладиться действительно всей красотой, которая через камеру не передашь. Мы все это постараемся сделать максимально качественно, будем использовать лучшие материалы, которые представлены на рынке, то есть мы с вами все это обговариваем, все покажем. А какое размещение? Из чего будут делаться эти домики? Дома будут сделаны по технологии ластыка. Это альтернатива дереву, которая не гниет, которая не заводится насекомые, которая продерживает промерзание любое. Новое дерево, новые каркасные дома, которые намного дольше проживут, чтобы люди как можно дольше наслаждались этими видами, которые здесь есть, той природой, и чтобы они потом приходили, как мы сейчас приезжаем на монумент, и также не приезжали в это место и смогли также проживать. Любоваться альпийскими лугами, да? А что по концепции, помнишь, ты озвучивал, что 3++? Да, концепция данных домов будет заключаться в том, что проживание будет предоставляться от 3 дней. Это сделано специально для того, чтобы люди полностью смогли насладиться едой, которая здесь есть. Насладиться, да, успеть попробовать все, чтобы не возвращаться только ради еды, а чтобы возвращаться снова ради этой же еды, которую они пробовали и наслаждались ей. Ради природы, чтобы успеть все посетить, потому что гигантские просторы, которые здесь мы наблюдаем, их за один раз не просмотришь никогда. Да. И самое интересное то, что утром здесь один вид, вечером совершенно другой вид. И плюс на этой высоте, эта высота здесь 2100 метров, пейзажи совершенно другие на самом деле, как и воздух. Да, действительно, когда я приехал сюда в первый раз, когда у меня в действительности были мурашки по коже, Да. вы сами наблюдали, я наблюдал то, что я ехал по облакам, что наш Цейлон Да. был в облаках, а сейчас мы можем наблюдать всю простору и сразу весь вид. Совершенно другой. Да. Что у нас? Беслан, предлагаю останавливаться тогда на фрейме 6х8 плюс 2 метра террасы. Это и самый эргономичный вариант. Я также просчитывал фреймы 6х6 для сравнения, но стоимости вы сами видите, что это порядка каркас 649 у нас получается и 599, как бы с 50 тысяч рублей там разница. Это одного, правильно? Да, это один как бы у нас фрейм, мы сразу берем его. Также стены подняты у нас на 1 метр. Все прописано. Перекрытие нулевое сразу на готовое свайное поле. А терраса у нас, то есть пол из чего состоит? А также будет из ластыка на свае, которая у нас ставится. И дальнейшее делается либо как у вас вот там изображено, то есть либо это планкет, либо это террасная доска, которая сразу сделана, в принципе, на перекрытие. А если мы говорим из расчета на 7-8 домиков, да, примерно, 7 домиков в среднем,
то цена может измениться? Думаю, да, порядка там, думаю, я обговорим все эти моменты, то есть, что, как это будет. Хорошо. Я думаю, пойдем на уступы, потому что сейчас мы действительно уже предлагаем первую цену ЕФО, то есть мы сделали полностью аутсорс на все, запросы, люди, точнее говоря, все. Ну, вопрос, вы понимаете, Сделаем. что он Конечно. не просто Это- коммерческий, но он еще репутационный пойдем- и для нас, и для вас, мне, вот, на мой взгляд. Пойдем даже не с того точки зрения, что это реклама, Да. пойдем ради того, чтобы действительно развивать Да. туризм. Я думаю, что директор тоже пойдет на данные меры, чтобы как-то продвигать, да, ну, все эти просторы. Я не могу не жестикулировать и не показывать, наслаждаясь уже просто ледниками, которые здесь видны, снова погружаясь в мурашки. Ну, это великолепно. Я думаю, что тут даже будет дело не в деньгах, а именно вот в нашем тандеме именно срабатывания, да, что мы за одну идею. Ну, отлично. Тогда, я думаю, мы договорились, ждем вашего окончательного предложения и в самое ближайшее время реализации. Желаю всем нам удачи, чтобы мы смогли в ближайшее время наслаждаться теми видами, находясь в этих домиках. И вот знаете, я недавно посмотрел большое интервью еще одного мецената Микаила Сафарбековича Гуцериева, в котором он заявил, что именно он первым построит пятизвездочный отель, по-моему, в городе Назрани. Но, да, салам, привет. Да. Привет. Как у вас? Хорошо. Получается. С мамой? Да? Да, хорошо. Первый раз мама А. пришла сюда, всегда боялась Да. Ну, ничего тут страшного нет. вообще. Чай обязательно нужно попить. Чего так в целом получается все? Да, получается. Слава богу, всего Да, хорошо. всего тебе здоровья тоже. Так, я говорил, да, про отель. Что он построит первым пятизвездочный отель. Неправда. Парчиев строит первым. Я свидетель. Вот, уже опередил. Вот. Так что не понимаю, зачем иногда людей немножечко дезинформировать. Нужно говорить все как есть, как я это делаю. Но это не в обиду. Потому что Гуцериев, Парчиев, Албаков, Полонкоев, Хамчиев, кто там еще, Евлоев, все они стараются во благо России, во благо своей родной республики, чтобы она процветала, чтобы она не существовала, а жила полной грудью и дышала, чтобы она была как горный орел, свободной. Вот, например, свободная дотация России. Когда Ингушетия будет приносить свой доход, проще будет здесь жить. Во-первых, стали появляться новые дополнительные рабочие места. Ну что, это место вам уже знакомо. Я дошел. Как видите, ни один камень не тронули, они сюда вписались в локацию. И здесь я вижу, вывесили российский флаг, наш триколор, и ингушский флаг, знак республики Ингушетия, там посередине флага, самый узнаваемый вечного движения. Кафе целом, где самые вкусные, на мой взгляд, манты и салат «Цезарь». А еще там мохито классный. Продолжается строиться мечеть, молельный дом. И вот здесь будут делать самый вкусный шашлык, это барбекю. Тоже будет наверху ресторан, ну, кафе. Вот так вот. Ну что, как вам локация? Делитесь своими впечатлениями у меня здесь внизу в комментариях. Поделитесь этим видео с друзьями. Поддержите меня лайком. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие выпуски. Дальше уже видео будут про мой родной Барнаул, про мою родину Алтайский край, про Татарстан, Казань и про что еще дальше? Абхазия и Краснодар. Ну а дальше уже ближе к осени я сюда вернусь и посмотрю, что здесь появилось нового. Так что будьте со мной, никуда не отписывайтесь, не уходите. У меня всегда интересно. Вот. Ну, а я с вами не прощаюсь. Меня зовут Артем. Те, кто еще меня не знает,
Кстати, вот смотрю на это место. Здесь будет зип-план, как так называется, натянут вот так вот трос. Можно будет прокатиться над пропастью, а дальше на квадроцикле добраться обратно сюда, на локацию. Ну, пока вот такая идея, да. Много здесь есть идей. Алаудин, его команда, творческие люди. И, конечно же, если вы хотите все узнать от самого Алаудина, тогда точно надо прямо сейчас все сделать и подписаться, и лайк, и колокольчик, и друзьям посоветовать, потому что Алаудин обещал со мной встретиться на интервью, когда вот это все здесь закончится, когда он будет резать красную ленточку, открывать локацию. Так что не пропускайте. Все, берегите себя в эти нелегкие времена. Ну а я отправляюсь домой.